Россия – столица Удмуртии, Ижевск. А это журналисты, которые ездят по республике и пишут о ней. Они не верят, что кто-то так же хорошо знает о том, как меняется регион, и решили это исправить. Сегодня они вновь подготовили задание для блогера-шоумена Александра Спиридонова. Он уже побывал в деревне будущего, проплыл 50 метров в бассейне и посмотрел на Удмуртию с высоты птичьего полета. Привет, Александр. Привет. Я Соня. Сегодня у нас для тебя новое задание. Расскажи, с чем у тебя ассоциируется библиотека? Конечно, со строгой библиотекаршей, которая всегда говорит, что? Но сегодня ты убедишься, что библиотека – это не только хранилище книг, но и новое пространство. Оно развивается и растет. А чтобы было интереснее знакомиться с ней, наши журналисты подготовили для тебя задание. Готовы их выполнять? Я, конечно, думаю, что справлюсь. С предыдущими справился и с этими справлюсь. Конечно. Ну, начинаем. Поехали. Задача блогера – узнать новое об Удмуртии, а журналисты будут следить за ними из редакции и отправлять задания. Справится ли Александр с ними в этот раз, узнаем в течение выпуска. Национальная библиотека Удмуртии, или, как ее называют в народе, Ленинка. Здание построили почти 70 лет назад. В 2019 году здесь стартовал ремонт по нацпроекту «Культура». Через 2 года библиотека вновь открыла свои двери для читателей. Место, вот это место было определено еще до войны для библиотеки. Место-то ведь знаковое. Здесь когда-то стояла Илинская церковь, а до войны здесь обычно располагался передвижной зоопарк. Сергей Жилин, известный в Удмуртии краевед, литератор и журналист, автор стихотворных сборников и книг по истории Ижевска, Удмуртии и Прикамья. И вот это здание, уже его открыли в 50-е годы, по-моему, в 58 году, когда отмечали 400-летие присоединения Удмуртии к России. И тогда же появился памятник Ленину, если мне память не изменяет. Найди самую старинную книгу и постарайся ее прочитать. Книга эта богослужебная. Держите перчаточки. С такими книгами только так. Называется книга «Триоть постная». Она была создана в 1621 году. Это печатная книга, старопечатная книга. «Триоть постная» читали во время Великого Поста. Начинали в первый день, заканчивали в Пасху. Можете Можно открыть. я дотронусь? Да, конечно, конечно. Волшебство. 1621 год. Творим даже не прочих манев ради... И очень много букв, которые не сочетаются друг с другом. И это не единственный ценный письменный памятник. В отделе 9000 экземпляров. Здесь хранится коллекция первоначального фонда нашей библиотеки. Это те книги, которые в 1918 году поступили и составили фонд Центральной библиотеки города Ижевска, прародительницы Национальной библиотеки Удмуртской республики. Узнай, как реставрируют книги, и попробуй себя в этом деле. В нацбиблиотеке восстанавливают книги, даже если это издание начала 19 века. За год реставрируют более 5000 документов. Когда не думали, что можно бумагу мыть? Я, честно сказать... А вы не читаете книги в ванной и не роняете? А то ведь и такие моменты бывают. Конечно. Я больше деньги стираю в штанах где-нибудь оставленные. И? Потом утюгом утюжу. Класс! У меня почти получилось. Да. Получилось, кстати, неплохо. Очень хорошо. Вот! А это знаменитый читальный зал на 200 мест. В комфортном помещении можно и почитать, и поработать на компьютере. Что вы читаете? А я пока ничего не читаю, я принесла свои книги в библиотеку. Свои? Да. Вы пишете? Да, я пишу стихи. Елена Воротникова, ижевская поэтесса,
Первое стихотворение написала в 5 лет. Дебютный сборник «Огонь, вода и заводские трубы» выпустила в 2022 году. Ижевск является моей любимой темой творчества. Он меня очень вдохновляет. Я считаю, что наш город очень поэтичный. Ты как неухоженная женщина, хмурый и немножко недолюбленный. Не грусти, прошу, родной Ижевск ты мой, брови облака твои насуплены. Я только знаю глагольную рифму, больше мне не даются никакие. По Ижевску я шагаю, съесть пирожок в пирожковой предлагаю. Тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал. Или я тихо сказал? Библиотека притягивает не только взрослых, но и маленьких читателей. В детской комнате есть развивающие книжки и игры. Бумажные книги давно перекочевали в интернет. Это стало возможным благодаря оцифровке. Для газет, афиш и редких изданий используют планетарный сканер. Для более современных книг мы используем автоматический сканер Ella-Robot R2. Прежде чем поставить книгу, мы сначала ее очень тщательно продуваем от пыли. Робот переворачивает листы воздухом. В час он сканирует до 3000 страниц. Это настоящее будущее. Вот сама электронная библиотека за месяц пополняется где-то на 450-500 документов. Мы оцифровываем то, что нет у других, и у нас очень много старой периодики, которая интересна людям и которую уже нельзя давать в руки, потому что она начинает рассыпаться. И поэтому мы стараемся сделать сейчас упор на газеты, чтобы оцифровать и чтобы можно было спокойно посмотреть на сайте и уже нам тоже сохранить. Но на таком фоне, конечно же, надо сделать несколько классных фотографий. Я думаю, что каждого человека эта атмосфера только украсит. Как приятно пахнет. Здравствуйте, проходите к столу, угощу вас чаем. В современной библиотеке есть даже свой кафетерий, где во время мероприятий можно организовать кофе-брейки и предложить гостям угощение в национальном стиле. У нас ведь Ижевск – это город рябинников, вот поэтому мы варим варенье из рябины. Все бывает в первый раз. У меня сегодня шоколадный пельмень и морковный чай. Приятного мне аппетита и вам, друзья. Рассказывай, Александр, как тебе библиотека, как новое пространство? Ну, слушайте, удивительное чудо. Теперь все оцифровано, все можно найти, конечно же, в интернете. Но здесь есть что посмотреть. Конечно же, классический, очень помпезный читальный зал с той самой строгой библиотекаршей. Он все-таки сохранен в том же первозданном виде. И это добавляет, на самом деле, той атмосферы, которая должна быть в библиотеке. Сюда приходят за знаниями, за нужной информацией, которую сейчас можно найти, не выходя из дома, но все-таки каноны соблюдать. И Удмуртия – территория будущего!